Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Уникальный кинопроектор «Экстра Синема» был презентован наряду с другими разработками якутского IT-парка премьеру Михаилу Мишустину во время его визита в регион. Это уникальная полноценная система для кинотеатров. Стоит кинопроектор в разы дешевле зарубежной техники. 27 августа, в День российского кино, малые кинотеатры с новыми проекторами впервые планируют открыть в 3 населенных пунктах республики. По словам главы региона, поддержку также получат разработчики мобильных и компьютерных игр. А как в целом в регионе поддерживают предпринимателей и какими услугами центра «Мой бизнес» могут воспользоваться коммерсанты? Об этом расскажет гостья студии Наталья Кашперская, заместитель генерального директора Республиканского центра «Мой бизнес». Наталья Альбертовна, здравствуйте. Добрый день. Скажите, какими же услугами центра «Мой бизнес» могут воспользоваться предприниматели? Прежде всего я хочу сказать, что мы оказываем услуги не только для предпринимателей, а для всех желающих, даже для тех физических лиц, которые только собираются стать субъектами малого и среднего предпринимательства. Просто для них меньшее количество опций в доступности. Поэтому если вы просто физическое лицо, если вы просто студент, если вы просто наемный работник, то двери центра «Мой бизнес», они тоже для вас открыты. Вы можете прийти на Кирова, 18. Это в центре города, очень удобная локация. Вы можете получить квалифицированную консультацию по абсолютно всем мерам государственной поддержки в нашем фронт-офисе. Вы можете узнать, на какие меры поддержки вы можете претендовать. Можете абсолютно бесплатно стать субъектом малого и среднего предпринимательства, либо получить статус самозанятого, не покидая стен нашего учреждения. Поэтому очень удобно. Но кроме этого, если физические лица могут получить бесплатно консультацию и пройти образовательные тренинги, это тоже очень важно, да? То есть бесплатное обучение пройти можно в стенах центра «Мой бизнес». А потом же, когда вы становитесь субъектами малого и среднего предпринимательства, для вас открываются новые и новые возможности, и вы уже можете даже претендовать на финансовую поддержку, можете претендовать на грантовую помощь, можете претендовать на прокачку вашего проекта. Это тоже очень важно бывает, когда у начинающего предпринимателя, например, не хватает средств на рекламу, не хватает средств на то, чтобы обучить своих сотрудников, прокачать их. Вот по всем этим позициям центр «Мой бизнес» может быть полезен для любого человека, жителя нашей республики. Вот все эти опции и их подробное описание есть на ресурсе, который доступен абсолютно каждому, у кого есть интернет, а в нашей республике это абсолютно 100% все люди. Поэтому заходите на наш портал, который достаточно в поисковой строке набрать «Мой бизнес 14.рф» без пробелов. «Мой бизнес 14.рф» и посмотреть, какие меры поддержки подходят именно вам, выбрать то, что для вас является приемлемым. Скажите, также актуальным остается вопрос о социальном предпринимательстве. В этом направлении какие меры поддержки, какая деятельность? Да, вы знаете, социальное предпринимательство – это явление вообще достаточно новое. Только с 2019 года в законе появилось понятие «социальный предприниматель» и «социальное предпринимательство». И вот сейчас, проявляя заботу о субъектах малого и среднего предпринимательства на уровне Российской Федерации, выделяются достаточно серьезные денежные средства для того, чтобы каждый, кто относится к социальному предпринимательству, мог получить гранты. Гранты, на минуточку, это невозвратные деньги. Это те деньги, которые можно пустить на свой бизнес, на развитие своего бизнеса. Если вы житель Республики Саха-Якутия, проживающий в центральных районах, это до 500 тысяч рублей. И если вы проживаете в арктической зоне нашей республики, ведете там бизнес, то это до 1 миллиона рублей. Очень хорошая помощь, очень хорошая поддержка. Причем я бы хотела акцентировать ваше внимание на то, что деньги выделяются достаточно серьезные. То есть, например, в 2019 году, в прошлом, был выделен 21 миллион на эти услуги. В этом году это 26 миллионов. На следующий год 34, и, соответственно, в 2024 году 50 миллионов рублей будет выделено именно таким предпринимателям, которых можно отнести к социальным. Как получить статус социального предприятия?
Да, это тоже очень такой злободневный вопрос, скажем прямо. Дело в том, что социальный предприниматель, по сути дела, как посмотреть? Можно каждый бизнес, на каждый бизнес посмотреть с позиции, с призмы социальности. Ну, здесь есть 4 основных параметра, 4 основных понятия, я их попробую назвать, чтобы каждый, кто сейчас нас смотрит, понимал, что даже его бизнес, который только начал работать, например, в этом году, и он даже не думал о том, что он является социальным, на самом деле таковым является. Ну, первое, это, конечно, занятость. Если вы предоставляете рабочие места незащищенным слоям населения, то есть это могут быть мамы или папы, воспитывающие детей одни. Это могут быть, у вас работать могут люди, которые вышли на пенсию. У вас могут работать в качестве наемных сотрудников те люди, которые имеют статус многодетных семей. Вот все, либо инвалиды, либо те люди, которые вернулись из мест лишения свободы. Вот это все дает вам право иметь статус социального предприятия. Кроме этого, второй параметр, по которому вы можете соответствовать, это реализуются специальные товары вами для этих категорий населения. Либо еще один параметр – это вы оказываете услуги этим категориям, которые я уже назвала. То есть если вы, например, открываете дом престарелых, да, для людей вот этой категории, вы уже автоматически являетесь социальным предприятием. Ну и последняя категория – это ваш бизнес имеет общественно полезное значение. То есть это частный детский сад, это частная клиника, это дом престарелых, да, по уходу и присмотру за детьми группы. Это все социальный бизнес. То есть, по сути дела, каждый предприниматель, который ведет свой бизнес, он может, по идее, получить этот статус. В таком случае, в каком возрасте люди решаются чаще всего открыть собственное дело? Вы знаете, по-разному очень бывает, но я еще хотела бы несколько слов сказать о социальном предпринимательстве. Вот в данный момент в нашей республике всего 114 предприятий со всей республики получили этот статус социального предприятия и, как следствие, имеют право претендовать на этот грант. А в нашей республике очень большая армия субъектов малого и среднего предпринимательства, которые так или иначе относятся к социальному предпринимательству, но просто на свой бизнес с этого ракурса еще не смотрели. Поэтому всех зрителей актуального интервью я приглашаю вот к этому процессу подойти творчески и посмотреть на свой бизнес, либо на свой будущий проект, который вы будете реализовывать. То есть сейчас вы можете не являться предпринимателем, зарегистрироваться в этом году и пройти вот как раз в этот самый реестр, который курирует Министерство предпринимательства, и войти в этот статус, и тогда на следующий год вы гарантированно получите этот грант. Вопрос по поводу возраста. Да, он очень разный. Этот возраст бывает. Есть люди, которые хотят попробовать себя в очень раннем возрасте. Это школьные бизнес-инкубаторы. Они есть в нашей республике. То есть дети школьного возраста, они делают пробу пера, они делают первые шаги в бизнесе, уже будучи школьниками. Конечно, они закрывают потом свое дело, когда готовятся к ЕГЭ, но навыки, которые они приобрели, они у них остаются, и потом на протяжении уже взрослой жизни так или иначе они приходят в бизнес. Есть люди, которые являются студентами и ищут дополнительные источники дохода, и тоже можно понять этих молодых людей, и они тоже стремятся прийти в бизнес с этой целью. Есть особая категория людей – это мамы, находящиеся по уходу за малышами. То есть, когда женщина, родив малыша, находится в декретном отпуске, у нее есть часть времени, которую она посвящает себе, она разрабатывает бизнес-проект и пробует печь торты, она пробует шить одежду и продавать ее. И вот для того, чтобы легализовать вот это направление, в нашей республике проводится уже 4-й год такой проект, как «Мама-предприниматель». Он собирает всех молодых мам, желающих, и мы пытаемся вместе с девушками и зарегистрироваться, и прокачать их бизнес. Также в прошлом году мы проводили курс на базе Министерство предпринимательства, торговли и туризма, реализовывал этот проект тоже «Центр Мой бизнес». Называется он «Папа-предприниматель». То есть мы собрали всех пап, у кого есть несовершеннолетние дети, и попытались с ними сделать тоже бизнес-проекты. Очень интересно получилось, очень здорово. И вот в этом году мы тоже
делаем ноу-хау, которого нет в России вообще. В этом году, в сентябре этого года, мы запускаем очень интересный проект, который называется «Малый бизнес для большой семьи». Это также Министерство предпринимательства, торговли и туризма. Инициатива была от центра «Мой бизнес», и именно наше учреждение будет его реализовывать. Точные даты я вам могу уже сказать. Этот курс, этот образовательный проект, этот конкурс, он пройдет в сентябре этого года в преддверии самого знакового события для всех предпринимателей. Это форум предпринимателей, который приурочен ко дню, профессиональному празднику, ко Дню предпринимателя в Республике Саха-Якутия в сентябре этого года. Вот буквально вчера мы открыли запись на этот курс, то есть любая многодетная семья, это 3 и более детей, у которых есть дети, которые учатся в очном формате, либо один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, они могут написать заявку. Вот на нашем же портале мойбизнес14.рф могут подать заявку и очень коротко описать ту идею, которую они вынашивают. То есть они бы хотели запустить этот бизнес вместе со своей семьей, где их дети, возможно, взрослые дети, будут их либо партнерами, либо наемными работниками. Программа очень интересная, насыщенная, интенсивная. Она будет длиться 5 дней с 12 по 16 сентября. Запись на этот курс будет включительно по 4 сентября, поэтому у вас еще есть время подумать, обдумать свою бизнес-идею и заявиться. То есть вы описываете очень коротко эту бизнес-идею, и мы рассматриваем, вернее, не мы, а компетентное жюри, опытные предприниматели, амбассадоры центра «Мой бизнес», наставники, с которыми мы очень плотно работаем. Они рассматривают, отбирают те идеи, которые являются наиболее перспективными именно для Республики Саха-Якутия, для тех регионов и районов, из которых вы приедете, вернее. Вот. И в течение 5 дней мы проходим очень мощную подготовку тренинговую, и на 5-й день каждая семья имеет возможность уже защитить свой бизнес-план. И самая изюминка на торте – это что благодаря поддержке нашего министра Тимура Юрьевича Ханды, благодаря партнерам этого проекта, Фонду развития предпринимательства нашей республики, у нас есть возможность лучшему проекту, победителю этого образовательного трека, вручить грант в размере 100 тысяч рублей. То есть очень хороший, интересный проект, и прокачивайте себя. Проигравших точно не будет, потому что у каждой семьи на руках будет жизнеспособный бизнес-план. Вот. И кроме этого у них будет возможность реализовать этот проект. А самый лучший получит еще и денежное вознаграждение. Поэтому я приглашаю абсолютно всех зайти на мойбизнес14.рф, оставить там заявку. При отборе будет учитываться именно кто раньше ее подал, да, то есть это очень важно. Либо, если какие-то остались непонятные вопросы, что-то вы хотите до конца для себя уяснить, можно позвонить по телефону горячей линии. Это 8 800 100 58 80. Благодарю вас, Наталья Альбертовна, за очень интересную информацию. Будем надеяться, что в новом проекте примет участие большое количество многодетных семей. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.